15 февраля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,39 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,11 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,3943 до 10,42 сомони, 1 евро от 11,1157 до 11,25 сомони, 1 российский рубль от 0,1420 до 0,1420 сомони. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются примерно на 1% впоследствии глобальных экономических рисков экономики и коррекционной динамики. Цена на нефть марки Brent составила $85.51 за баррель, марки WTI $78.81 за баррель. Цена на золото в понедельник утром снижается в ожидании статистики по инфляции в США и составляет $1870.45 за тройскую унцию. Тариф на электроэнергию для ОАО «Таджикская алюминиевая компания» с 1 января текущего года составляет 15,57 дирхамов. Об этом сообщил руководитель ОАО «Распределительные электрические сети» Ваила Стоянов сегодня, 13 февраля, на пресс-конференции в Душанбе. До этого компания платила за каждый киловатт-час в среднем 9,5 дирхамов. По словам Стоянова, начиная с 1 января Талка платит за электричество по единому тарифу, который будет действовать круглогодично. Повышение тарифов для этой компании он объяснил в первую очередь устранением субсидирования одних потребителей за счет других. Дело в том, что тарифы для этой компании оставались неизменными в течение последнего десятилетия, хотя для других категорий потребителей они регулярно повышались. До 2016 года повышались только по отчетным годам, а после на ежегодной основе. Правда, в 2020 и 2021 годы из-за последствий пандемии COVID-19 стоимость электричества не повышалась ни для одной из категорий потребителей. В представительство Многофункционального миграционного центра Москвы в Душанбе за 3 месяца деятельности обратилось 1500 граждан Таджикистана по вопросам трудоустройства, сообщила сегодня в ходе пресс-конференции журналистам замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодери. Эти данные, по ее словам, предоставлены самим центром. Она отметила, что на 15 января, со дня открытия центра, около 600 граждан получили направление на работу в Москву и Московскую область. Нодери сообщила, что на данный момент центр работает с 20 работодателями на указанной территории. Между тем, замминистра труда напомнила, что в прошлом году наши граждане также были трудоустроены в Корею и Великобританию, так как с этими странами у Таджикистана визовый режим, поэтому в основном таджикистанцы трудоустраиваются туда на сезонные работы в течение 6 месяцев. Когда полностью будет снят энерголимит в Таджикистане, пока неизвестно. Об этом заявил глава компании Барки Тоджик на пресс-конференции в Душанбе сегодня, 13 января. Махмад Умар Асазуда, руководитель ОАО Барки Тоджик, заявил, что снятие энерголимита связано с ситуацией с погодой и стабилизацией водно-энергетического режима реки Вахш. В конце января ОАО Барки Тоджик сообщила о введении лимита на потребление электроэнергии с 1 февраля. В сообщении не было указано, в какой период суток и на сколько часов будет прекращаться подача электроэнергии. За 10 дней до введения энерголимита по поручению президента Таджикистана все ограничения на использование электроэнергии в стране полностью были сняты. Начиная с конца прошлого года население не получало электричество с 22 ночи до 5 утра. В ответ на вопрос журналистов, почему компания ввела энерголимит спустя несколько дней после снятия ограничений, Асузада заявил, что в январе в дни сильных морозов резко увеличился спрос на электроэнергию. Рост спроса на электроэнергию, по его словам, привело к увеличению нагрузки электрических сетей и трансформаторов, а также отрицательно сказалось на водно-энергетических ресурсах водоемов, из-за чего было принято решение о введении энерголимита. Постпреды ЕС обсудят 10-й пакет антироссийских санкций в среду. В него могут попасть еще 4 банка, 130 компаний и физлиц, передает Политика со ссылкой на источники. Согласно сообщению, ограничительные меры могут затронуть крупнейший в России частный банк Альфа-банк.
Кроме того, попадание в черные списки грозит судоходной компании из Объединенных Арабских Эмиратов, которая, как предполагается, помогала России обходить нефтяные санкции. По данным издания, Брюссель может запретить импорт резины и битума из Российской Федерации, а также экспорт грузовиков, строительных машин и электронных компонентов. Что же касается физлиц, ЕС запретит россиянам входить в советы директоров европейских компаний, связанных с критической инфраструктурой. Это касается в том числе предприятий, которые занимаются поставками электроэнергии и газа, добавляется в материалах. К общей сложности новый пакет санкций затронет 130 физических и юридических лиц. Кандидатуры были выдвинуты Польшей, странами Балтики, Германии. Среди них значатся российские военные, чиновники и журналисты.